Пау, привет, с вами Скарфа, приветствую вас на новом влоге. Сегодня мы, будем ездить по делам, решать какие-то делишки и встретимся с Аргаланой. Поехали. Я кое-как приехал, я заблудился сначала. Я сначала вообще не туда не поехал. Вот, а сейчас мы идем к Саргы. Вопрос, где она? Короче, пока Саргы выходит, расскажу я вам о том, зацените чехольчик. Жесть, он прикольный. Вот. Я вам расскажу о том, с чем я столкнулся, когда поступал в колледж. Давайте начнем по порядку. Ну, во-первых, мы сделали временную регистрацию в Подмосковье, и для этого потребовалось согласие владелицы и мамы. О, это же Саргалана! С какими нюансами я столкнулся во время поступления в колледж. Чтобы поступить на бюджет в московское заведение образовательное, вам нужно быть как минимум москвичом. Ну, как максимум под москвичом. Например, как я. И чтобы получить регистрацию временную в Подмосковье, мы сделали такую схему, которая обошлась нам, в тысяч, наверное, 15 точно. В общем, нам нужно было согласие нотариальное, заверенное у владельцы, тети, получается, и нотариальное, заверенное согласие мамы. Это все примерно в 1005. Плюс проезд, что-то подобное, вот. А затем большая очередь в МФЦ, потому что, я не знаю, как будто... Почему нельзя сделать побольше отделений МФЦ, чтобы очереди было чуть меньше, да? Но нет, надо сделать пару отделений в МФЦ, чтобы люди туда ходили, толпились. Во время ковида как было-то, а? Вспомните. Почему вот. Нельзя распечатать больше денег, чтобы люди не жили в бедности? Вот. Ну, кстати, по факту. Почему нельзя? Распечатайте, пожалуйста. Затем моя заявка подалась, и я начал собирать документы в колледж. Что при вступлении в колледж нужно будет представить портфолио в распечатанном виде. Я отправил 30 с чем-то, 32 фотографии на печать формата А4, цветная. Это все обошлось тоже в копеечку, в 5720, что-то такое. Плюс еще я распечатал благодарственные письма, которые получал во время коммерческих заказов. Вот. Но это еще не все. Мой колледж находится в 1,5 часах езды от моего дома. Поэтому я благополучно катался каждый раз от своего дома до колледжа. Вообще классно. Проезд стоит рублей 200, что ли, в день, чтобы приехать от дома до колледжа. Вот. Что бы еще вам такого рассказать? В субботу у нас вступительные экзамены. Там в первую очередь мы проходим собеседование, рассказываем о себе. Мы делаем фотографию по разным композициям. Там правила 3T, туда-сюда. Что-то такое, надеюсь, будет, не такое, чтобы сфоткайте натюрморт. Вот. А затем второе, это будет у нас как раз-таки собеседование, когда мы будем рассказывать о себе и показывать свое портфолио. В общем, мы пришли на Красную площадь, на открытое. Ура! Я думал, сейчас ко мне братки подойдут и что-нибудь в камеру скажут, но они что-то ушли. Я просветил свою слуга. Нам нужно все сразу, да. Нам не нужно позже. Мы с тобой, братишка, до конца, и время нам помочь. 2000 years later. Приветствую вас в солнечной Москве. Сейчас раннее утро. Время, наверное, приближается к 10. Я топаю в колледж. Сначала
проходить собеседование, а потом проходить... сначала фоткать, а потом проходить собеседование. Вот. Короче, мы получили задание все. Здесь 4 композиции. Нужно потом это все отправить на почту. В общем, нам дается на все про все 2 часа. И мы за эти 2 часа должны будем бегать по району вблизи колледжа и находить вот эти вот кадры. Я хрен его знает, что я за эти 2 часа сейчас сфоткаю, но что-то постараемся сделать. Жизнь ты красивая. Или красивый. Пока ищу какие-то кадры, встретил кошку. Блин, а так тяжеловато как-то, как будто бы. Ну ладно, справимся, прорвемся. Дом и вправду очень красивый за счет его такой колористики серой и панельности. Но я пока что до сих пор не могу найти, что мне сфоткать по этой композиции. Ходим вообще по райончику где-то левому, ищем, что можно пофоткать. Улица Лавочкина, а лавочек нет. Блин, а так, ребята, сейчас я уже сделал, скорее всего, 3 композиции, но это еще не финал, потому что я не уверен в своей композиции, так как она не слишком соответствует к тому, что показано на картинке. Те фотографии, которые я сделал, вы уже можете прямо сейчас заметить на своих экранах, потому что я уверен, что я эти фотографии сделаю. Вот. Итак, ребята, мало процентов на камере осталось, но я вам расскажу. В общем, все работы я выполнил, все отправил. Теперь я должен скитаться, часа, наверное, 2, пока не придет моя очередь. И эти 2 часа я хочу провести в Евроспаре, потому что я голодный. Ну что, ребятки, похомячим. Короче, я себе купил сосиску в тесте, классный узбекский плов и чай. Весь обед обошелся... Сейчас скажу. Весь обед обошелся почти в 400 рублей. Евроспар называется. Ну что, ребята, снова влог с Исеха. Короче, мне сейчас нужно убить еще как минимум 1,5 часа, чтобы я пошел сдавать свое портфолио, рассказывать о себе и представлять свои работы. Вот. А пока давайте я вам расскажу, как вообще я проживаю в Москве. Знаете, я здесь уже, скорее всего, живу месяц. На момент выхода этого видеоролика, наверное, уже будет месяц. И за этот месяц я погулял с друзьями всего лишь, раз 7, наверное. Потому что, тут, не с кем. Вот. Еще из интересных, я познакомился с достаточно многими друзьями из Москвы и Красногорска в целом. Но иногда я свое времяпровождение проводил, сидел дома, ничего не делал и просто отдыхал, уединялся с собой, скажем так. Вот. Но сейчас, так как... Какое сейчас число? 22 июля. Вот. Так как сейчас 22 июля, через пару недель прилетает Айсен, а значит, влоги будут еще интереснее, еще качественнее, еще класснее. Я себе купил классный наборчик. Вы, наверное, это видели, либо нет. Я не помню, рассказывал я это или нет, но я себе купил классный наборчик для GoPro. Вот. А так... скучно. Как убить время? 1,5 часа надо убить. Это кошмарно. Смотрите, белочка. Белочка. Это белочка. Ладно, прости. В общем, я только что вышел из колледжа, защитил свое портфолио,
мне позадавали кучу разных вопросов наподобие: а вы знаете этого кинематографа? Я такой: нет. Рассказала им о своей биографии вкратце. Вот. Поразговаривали о моей специальности, то есть подум. Они говорят, типа: зачем ты идешь поступать, когда у тебя и так хорошее портфолио? Я такой: ну надо, пожалуйста, пожалуйста. Они такие: хорошо, ну все, всего доброго. Потом мне что-то один мужик говорит, мол, препод по фотографии, говорит, мол, мы стараемся обучать не маленькие эти коммерческие заказы, а что-то вот среднее и выше. Вот. И то, что, типа, детский сад может снимать любой, да. Короче, либо он намекнул на то, что я не прошел, то, что это слишком мало, либо он намекает на то, что, типа, ну все хорошо, брат, только хули тебе нужно учиться. Все, поехали к Саргылане. Гуляем мы, значит, в Саргы. И встретили вот это вот красивое место. Ресторан Клод Моне – самый крутой ресторан в Москве. Наверняка здесь работает лучший шеф-повар в России. Капец. Жесть. Это, прикиньте, когда вы смотрите сериал, и через некоторое время вы оказываетесь на этом же месте, где снимали сериал. Неописуемые эмоции. Мы попали под небольшой дождь, слушая песню Represent. Реально, небольшой дождь. Следующий представитель нашего коллектива — неограненный алмаз. Представитель Якутии, друзья, аплодисменты, встречаем! Вот как-то так завершился влог. Мы часа два просидели на... Мы часа два просидели на концерте у чуваков классных. Там... брейкдансеров. Да. Там выступил наш сородич. Там выступил наш сородич с Якутии. Все прям вообще кайф. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Скарпочка. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Ладно. Зрителям не на меня. Вот. Всех люблю, всех обнял. Пока. Хочу сказать,